Больно стало, что я делаю? Это не сон. Но из-за Зии моя жизнь превратилась в кошмар. Ты посмотри на них, трое вместе. Что они делают? Что же ты такое замышляешь, Зия? Мир вам. Всегда полезно читать. Приступай к заданию, Шевкет. Вперед! Что ты за пожарная сигнализация такая? Про себя, что ли, пищишь? Пищи давай! Не хватило? Посильнее надо дым выпустить. Может, это попробовать? Дешевая вещь. Ну, вперед. Проблем себе наберешь. Что ты за пожарная сигнализация такая? Я не понимаю. Я уже горю, а ты еще нет. И правда пожар возник. На самом деле сжег. Да? Что это за дым? Пожар случился? Что происходит? О, Аллах, ты посмотри на Шевкета. Он и правда сжег здание? Да я его работу. Давай пойдем, пока настоящие пожарные не приехали. Спасем его оттуда. Давай. салом алейкум дӯстони азиз, хушхабар ба тамоми муҳоҷирони дур аз ватан. имрӯз мо баҳри шумо ширкати боаринокеро пайдо намудем ки ҳамагӣ бо нархи 7000 рубл шуморо аз Уфа Оренбург ба Душанбе ва аз Душанбе ба Уфа Оренбург ба хости Аллоҳ бурда мерасонанд. газелҳои замонави бороҳат ва агар шумо мушкиле бо ҳуҷҷат дошта бошед, ба хости Аллоҳ бе ягон мушкилӣ ба Тоҷикистон рафта метавонед. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. ҳатман аз номи канали Tajix Production занед. боз ба шумо скидкаи калон хоҳад шуд. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. Скорее, скорее! Немедленно, немедленно освободите помещение. Скорее, скорее! Где же они задержались? Что происходит? О, Аллах, Пузи, ничего не случится, пожалуйста. Что же делать? Может, пойти?
Зия? Состояние коллеги не в порядке. Уведите, уведите. Скорее. Брат Джемаль, приди в себя, брат Джемаль. Мистер Стюарт. Здесь 2 человека на полу. Мне нужно 2 человека здесь. Помочь? Ты кто такая, черт возьми? Что ты ищешь здесь? Я? Я ищу Зию. Зия? Да. Да, вы видели его? Вы видели его? Что я несу? Зачем я говорю на английском? Вы видели Зия? 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 Пожарник. Пожарный. Пожарный. Пожарный? Да, о господи. Не может быть. Что не может быть? Или Зии что-то случилось? Захватите девушку. Она точно связана с теми, кто похитил мистера Стюарта. Куда это захватить? Что ты делаешь? Отпусти! Отпусти меня! Помогите! Зия! Послушай. Осторожно ты. Брат, у вас все еще есть дела со мной? А что такое? Что-то случилось? Я пойду, у меня дела. О, Аллах, какие дела, Шевкет? Ты не поймешь, братец, это тонкое дело. Послушай меня. Держись подальше от этой женщины по имени Бану. Даже я не смогу спасти тебя из рук сумасшедшего Кинана. Ты сначала свой зад спасай. Артист. Иди давай, иди. Где твой телефон? Я не понимаю, в какое дело мы влипли. Что это такое? Что за люди такие? Откуда мне знать, я тоже не понял. Слушаю тебя, Зихра. Девушка в наших руках. Если не приведет мистера Стюарта, девушка умрет. Что вы такое говорите? Зихра? Зия, не смей приходить, они убьют тебя, Зия! Ты слышал? У тебя есть час. Что происходит?
Откуда мне знать? Эти американцы похитили Зихру. Что? Готовьтесь. Когда заберем мистера Стюарта, мы убьем Зию и его людей. Благодарю. Отныне с американцами наши дела завершены. Он знает нас. Уберите его. Господин, может, дело с американцами мы завершим? Как знаете, мы столько старались, немного удовольствия получим. Хорошо? Не оставляйте следов. Закончите дело. А потом ждите от меня вестей для новых заданий. Хорошо. Пойдем, брат Хаджи, пойдем. Иди, иди. Нам нужно спасти Зихру из рук этих людей. Слушаю. Мы нашли места сокровища. Не так легко найти место самого большого сокровища Византии. Этим сокровищем можно купить страны. У нас в руках только информация, которая показывает, где может быть карта этого сокровища. Карта была поделена на 10 частей. И была скрыта в 10 разных местах Стамбула. Мы владеем только одной частью. А как мы найдем другие части? Когда мы найдем первую часть карты, тогда мы узнаем местонахождение второй части. Место каждой части карты скрыто рядом с предыдущей. А чтобы найти первую часть карты, почему вы не дали задание ящеру? Сначала посмотрим, убьют они человека, который знает, или нет. Всех собрали здесь. Точно держит Зихру в автобусе позади. Слушай, ящер, на этих Джонни нельзя надеяться. Раз не позвали полицию, то точно хотят нас убить. Позвали бы полицию, они уладили бы это дело. Не неси чушь, тогда нас поймают. Ты сейчас осторожно сдуй шины этой машины. А потом спасай Зихру из салона. Я в это время отвлеку их. Мы все выйдем отсюда живыми. Очень хороший план. Все делаю я, а ты что делаешь, интересно? Я свою жизнь подвергаю опасности. Если ты оставишь меня здесь, я убью тебя. Как мы уладим с тобой эту ситуацию с доверием? Помолчи. Ладно, ты иди, делай, что хочешь. Я пошел к Зихре. Хорошо. Ты тоже будь осторожен. Стоп, стоп, стоп. Иди, иди. Стоп, стоп. Не двигайтесь, не двигайтесь. Убью его, убью. Не смейте творить глупостей. Ты тоже не твори. Что такое, получил пощечину и научился турецкому? Не двигайтесь, я убью его. Ты в порядке, Зихра? Лживый, ты же говорил, что бросил эти дела. Да погоди, ты сначала избавимся от этих людей. Я расскажу все. Я говорила тебе, говорила. Как ты бьешь? Какая у тебя тяжелая рука? Погоди. Заберите мистера Стюарта.
Не подходите, я убью его. Отправь сюда мистера Стюарта. Вы что думаете, что смерть это вырубить? Я говорю, убью. Приведите девушку. Девушку в машине. Отправь сюда мистера Стюарта. И заберите девушку. Брат Хаджи, что скажешь, отправить тебя? Отправьте сюда девушку. Сдавайтесь! Приехала настоящая полиция. Пошли, турецкая полиция. Я настоящий полицейский. Вы не сбежите. Сдавайтесь. Сдавайтесь, сказал. Сдавайтесь. От турецкой полиции не сбежать. Стойте. Стойте. Останови машину. Я сойду. Зихра, куда ты уходишь? Останови, сказала. Хорошо, вот остановил, хорошо. Ты не разговаривай, зять. Так куда ты идешь? Погоди. Тебе что? Дорогая, Зихра, ради Аллаха, куда ты идешь? Зихра, постой минуточку, выслушай. Да что ты делаешь? Ты же бросил грязные дела. Обманщик. Зихра. А ты, зять? Ты что, стал нарушителем закона? Позор вам обоим. Обоим позор. Да, все из-за этого мерзавца. Он погубил меня. Послушай, не позволяй себя погубить, пока не поздно передумай. Но что ты сейчас говоришь, партнер? Разве так подобает? Какой еще партнер? Какой партнер? Тебе сейчас в голову пришло, что мы партнеры? Да вчера они меня чуть не убили. Где ты был? Да вы оба стали соучастниками. Вы стали соучастниками. Аллах, пожалуйста, пусть это не так. Прости, Зихра, но это немного правда. Мы немного совершаем преступление. Ну, послушай, что я говорю тебе. Пока не поздно, откажись от этой любви. Этот человек живет только, чтобы совершать преступления. Что ты такое говоришь, Унсал? Разве так можно? Зихра, ради Аллаха, не слушай этого зятя. Он так говорит, потому что ревнует нас. Я тебя люблю, жизнь моя. Я хочу быть с тобой счастлив, но он ведь несчастлив. Поэтому поедает себя изнутри и нам завидует. Из-за тебя. Мерзавец, из-за тебя моя жена бросила меня. Ты ему не верь. Не верь. Что я тебе говорю? Он рожден, чтобы совершать преступления. О, Аллах, слушай, что говоришь. Что ты такое говоришь? Мы говорим о создании семьи, а ты его рушишь, пока еще не начался. Да не проклянет тебя Аллах. Какой еще дом? Какой дом? Зихра за тебя не выйдет. Конечно, выйдет. Зихра? Зихра? Милая, ты уверена, что хочешь выйти за этого ящера? Да, даже если ты и захочешь, твой дедушка не позволит. Позволит, это мы уже решили. О, Аллах. Если я не совершу преступлений, то позволит. Но если ты помолчишь, но ты же не молчишь. Посмотри, что ты сказал. Что сказал? Если не совершу преступлений. Да, ты сейчас в самом центре преступлений. Ну, не совсем так. Не совсем так. Мы в самом центре. Да, даже если ты будешь ангелом, господин Экрем не отдаст тебе эту девушку. Пока я женился на Хале, знаешь, господин Экрем меня довел. Чего только он не заставлял меня сделать. Зять, пожалуйста, говори порядочно о дедушке. Уж прости, но это же так. Говори порядочно, как ты разговариваешь? Он меня изрешетил, в море бросил, чуть не убил, но ни разу, как ты, так бессовестно не говорил, что он старый пень. Не так ли, любимая? Что ты за подлиза такой? Да ты все еще разговариваешь. Я не хочу тебя слушать. Понял? Мне надоела твоя ложь и оправдание. Зихра, если ты продолжишь совершать грязные дела, я никогда не выйду за тебя, Зия. Минуточку, послушай меня, я все могу объяснить, послушай меня. Не хочу слушать. Я ухожу, не смей идти за мной. Да куда ты идешь, Зихра? Не иди за мной, Зихра. О, Аллах, куда ты идешь? Тебе-то что? Что ты такое говоришь? Доволен теперь? Нет, на этой же с этим так. Что происходит? Я говорю правду? О, Аллах. Вот ушла девушка. И от начальника Унсала нет вестей. Он будто сквозь землю провалился.
Начальник, Шейма сбежала из приюта. Что? Мама, где ты? Приди уже. Что ты делаешь? Что ты делаешь, брат? Я все исправлю. Что ты делаешь? Исправь это, исправь. Быстрее, быстрее, исправь. Бану, пиши Бану. Что это за буква? Б. Мы что, не можем признаться в любви на своей родине? А? Да брось, пусть ящер женится на Зихре. Ты своей жизнью займись. К тому же ящер любит Зихру. Больше не любит. Как это не любит? Мама, отныне мы с Ахметом очень сильно привязаны. Ой, Мелис, ради Аллаха, какая еще связь? Не соображаешь, да? Не соображаешь. Наивная оказалась. Посмотри, Чаплин. Кто это? В фильмах ведь ходит вот так Чаплин. Ты смотрела? Смешной клоун. Смотри, что я сделаю. Посмотри, нос упал. Обычно нос не падает на пол. Нет. Погоди. Вот смотри. Видишь это? Смотри. Смотри, что дядя Левен сделает. Нос упал. Ну как, понравилось? Еще раз делай. Поиграем в прятки, дядя полицейский? Поиграем, поиграем. Где ты будешь прятаться? Куда же она спрячется? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Шейма, ты спряталась? Куда же эта девочка спряталась? Может, Шейма за стол спряталась? Где же Шейма? Вот я и поймал тебя. Стук, стук, стук. Не получилось. Давай еще раз. Еще раз, хорошо. Я больше не буду жмуриться, а ты прячься. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спряталась? Шейма? Где же эта девочка? Может, под столом спряталась? Здесь нет. Или... Ну-ка, выходи. О, Аллах. Где же эта девочка? Что такое, где же эта девочка? Куда она ушла? Шейма? Шейма, где ты, милая? Ты видел Шейму?
В последний раз она была здесь, начальник. Как это было здесь? Нет же ее, ты не видел ее в коридоре? О, Аллах, куда девочка ушла? Шейма, милая, где ты? Шейма? Я здесь. Шейма, ты что, меня напугать решила? Ты видел, куда она спряталась? Начальник, нужно поставить здесь подписи. Да, потом подпишу. Не видишь, мы играем. Давай иди, я потом подпишу. Что ты делала? Ты там спряталась? Ты там спряталась? Тебе щекотно? Щекотно? Иди сюда. Иди. Иди сюда. Лево? Шевко? Брат Шевко. Хиджаби, я назначил тебе встречу с госпожой Гизем. Да, девушка за тебя умирает. Поговори с ней. Не говори в этот раз нет. Хорошо, брат Кинан, если искра пробежит, я не откажу. Пусть пройдет искра, чтобы ты смог получить бану. Хорошо, как скажешь, брат Кинан. Давай пойдем и совершим молитву. Давай совершим хиджаби. Слушай, ты идиот. Бесхарактерный. Как ты мог взять машину у Масуфа? Дать тебе? Брат, клянусь, больше не возьму. Больше не возьму. Лжец. Ублюдок. Намык, я думаю, может выстрелить в него. Если не выстрелишь, совершишь ошибку. Итак, если не выстрелишь в него, брат Кинан сам придет и выстрелит в нас. Стреляй. Бегите, бегите. Что здесь? Бросайте. Быстро бросайте свое оружие. Приехала настоящая полиция. Я все улицы очищу от грязи. Преступникам в этом городе места нет. И этот пришел, и все у нас готово. Я не этот. Я настоящий полицейский. Лучше не будем к нему приставать. Да. Это теперь дело чести. Ты в прошлый раз нас обманул? Не знаю, помнишь или нет. Теперь наша очередь. Итак, вот так. Слушай, что он сделал? Плохой Ширин, отец Ширин, сердитый Ширин. И вам привет. И еще есть слон. Я помню, такое было. Идите вы. Ради Аллаха. И тебе привет, брат. Проходите. Вы не садитесь? Нет, нет, сначала вы. Замолчите, сказал вам. Садись. Я говорил, я очищу весь город от этой грязи. Что мне теперь делать с этими? Отвезу в участок. Лево, а что, если ее мама не приедет? Наверное, обратно отправят в приют. Да ты что? Да. Дядя полицейский, я останусь здесь, не отправляй меня туда. Итак, мама придет, заберет меня отсюда, ты ведь сказал. Заберет, милый, заберет, ты не переживай. Давай, дядя полицейский, поиграем. Но вы всегда разговариваете. Хорошо, я не буду говорить, поиграем, родная, давай поиграем. Ты мой конь. Хорошо, я буду твоим конем, милая, буду. Со мной что будет? А ты плохой человек. О, Аллах, почему это я плохой человек? Пусть Лево будет плохим человеком. Нельзя, он дядя полицейский, а полицейские плохими не бывают. Слышал? Ты плохой человек, и я буду тебя ловить. Давай, беги. Ой, она поняла. Хорошо, хорошо. Ну ладно, я стал плохим человеком. Давай, я конь. И в какую сторону мне бежать? В эту сторону. Ну-ка, лови меня. Не сможешь же поймать. Иди сюда. Сломаю тебе ребра. Иди туда. Стой спокойно. Эти двое совершили преступление.
И я привел их сюда. Я настоящий полицейский. Никто из моих рук не спасется. Я очищу город от всех преступников. Снова этот полицейский? Да, снова этот полицейский. Замолчи, переломаю тебе кости. Идите, позовите комиссара Левента. Я настоящий полицейский. Настоящий. Тот полицейский поймал двоих и привел, начальник. Что? Тот полицейский? Да, начальник. Что я буду делать, Унсал? Что это я буду делать? Зихра увидела меня, если в полицию пойдет. Не пойдет, не пойдет, не скажет. Ты ведь все-таки зять. Зять. Да, разве остался я зятем? Это-то ладно, но мне нужно завтра пойти попросить прощения у Зихры. Что за плов такой? Мастер, дай черный перец, прошу тебя. И острое дай. Хорошо будет. Спасибо. Посыпь мне тоже. Оставь это, не занимай. Поломаю тебе ребра. О, Аллах, снова ты полицейский. Поймайте его уже. Мы не можем принимать сбежавшего полицейского, пойми это. Я не сбежавший полицейский, я настоящий полицейский. В этом городе есть еще много преступников. Настоящие полицейские всех поймают. Никто из моих рук не спасется. Да задержите его! Задержите! Брат Бурсель, не отставай! В прошлый раз ты отстал. Может, вы откроете их? Мы можем это уладить? Хорошо, их отпустите. Но ключи остались у брата Бурселя. У кого? Ну, сбежавший только что брат Бурсель. Теперь же подождем. Беги, беги. Брат Бурсель, брат Бурсель! Как ты могла так поступить? Зачем ты пожаловалась на Зихру? Ну, Ахмед, дорогой, мы не будем из-за Зихры огорчать друг друга, не так ли? Что это значит? Как ты разговариваешь, Мелис? Ты разве не знаешь, что я люблю Зихру? Мы с тобой говорили об этом. Ты даже обещала, что не поступишь так. Настоящий сюрприз будет совсем скоро, дорогой Ахмед. Вот тогда ты будешь в шоке. Здесь вор! Здесь вор! Замолчи ты. Вредина. Привет. Не трогай мою птицу, по крайней мере, он преданнее тебя. Грязный лжец. Еще без стыда ты работаешь заодно с братом Унсалом. И из тюрьмы его ты похитил, не так ли? Ты закончила, Зихра? Если да, то скажу, я был вынужден. Все не так, как тебе кажется. Что я тебе говорила, Зия? Если ты полностью закончишь эти дела, мы тайно поженимся, и дедушка нас простит. Разве не говорила? А что сделал ты? Пошел и похитил человека. Ладно, Зихра, все кончено. Я больше не буду вмешиваться, обещаю. Снова начал лгать. Зихра, это не ложь. Когда я тебе лгал? То есть, будучи не вынуждена, когда лгал? Да говорю тебе, обещаю. Это был последний раз. Я буду таким, как ты хочешь. Нет ни одной причины, чтобы поверить тебе. Ты все время меня разочаровываешь. Что он здесь делает? Зачем приходит сюда все время? Что я такое говорю? Он должен жениться на Зихре, чтобы Мелис досталась мне. Они ссорятся? Но они не должны ссориться. Если они будут ссориться, то не поженятся. Я должен их помирить. Буду милым. Молодежь, что делаете? Снова спорите? Но вам так не подходит. Вы созданы друг для друга, не огорчайте себя. Что ты несешь? Господин Ахмед, пожалуйста, мы очень хорошо знаем, как вы любите госпожу Зихру. Забудьте эти ненужные ссоры. К тому же Зихра тоже вас очень любит. Во-первых, я называю его не Ахмед, а Зия. Во-вторых, чего мне его любить? Он лжец. Зихра, дорогая, не надо так. Чрезмерные капризы охлаждают любовь. Посмотри, ты огорчаешь господина Ахмеда. Ты можешь посмотреть на его глаза, Зихра? Разве эти глаза могут лгать? Посмотри в эти глаза.
Эти глаза будто созданы, чтобы видеть тебя. Семих, что ты несешь? Жизнь моя, я говорю правду. Это правда? Здесь вор! Здесь вор! Керем, дорогой, это некрасиво. Перед тобой очень уважительный учитель религии. И в то же время будущий муж Зихры. Держись подальше от моей любимой! Господин Ахмед, пожалуйста, вы не слушайте его. Со временем он поймет вашу Зихрой любовь. Чего он добивается? Ну что, молодежь, когда женитесь? Какой еще брак? Я не выйду за него. Что это значит, я не выйду за него? Здесь вор! Здесь вор! Да замолчи ты! Не кричи на моего Керема. Тогда и ты заткни его. Все время вор да вор, некрасиво. А что, неправда? Неправда. Да нужна мне была ваша ссора. Идите поженитесь и спорьте сколько хотите. Главное, поженитесь, чтобы и мы занялись своими делами. Зихра, дорогая, Зихра, не грузи так господина Ахмета. Знаете, в чем ваша проблема? То, что вы не живете вместе под одной крышей. Послушайте, вот вы поженитесь, и все ваши проблемы разрешатся. Наверное, вот так бывает, когда показывают подходящее в неподходящее время. Молодец, говори, ты хорошо говоришь. А ты молчи. Если бы Семих знал, как ты мне врал, он не говорил бы так. Зихра, дорогая, все могут лгать. Главное, это любовь. А остальное, это быт и все прочее. Говори, Семих, говори. Клянусь, ты впервые в жизни говоришь правильные вещи. Упавший в море держится за змею, а мы держимся за Семиха, да? Семих. Замолчи. Зихра, дорогая, как хочешь. Я скажу тебе только одно. Любовь в жизни человека появляется всего лишь раз. Остальное просто попытка найти успокоение. И хорошо объясняю. Вы нашли свою любовь, не теряйте ее. Смотри, я предупреждаю тебя. Он снова правильно сказал. На самом деле, этот Семих и правда не такой уж плохой человек. Ну, конечно, сказанное им тебе на руку. Хорошо, брат Кинан. Я через 2 часа буду там. Только скажите Хиджабе, чтобы ни минуты не заставлял меня ждать. Не люблю, когда заставляю ждать. Я покажу тебе твое место, самоуверенный мой Дин. Послушай, Зихра, не надо так. Таким образом, ты очень расстраиваешь меня. Ты все еще здесь? Мне позвать охрану? Гизем? Зихра? Дорогая, привет. Ты столько времени не заходила. Я очень соскучилась по тебе. И не спрашивай, милая, в последние дни съемки начались, вот и не могу. И на друзей не могу особо время уделить, знаю. Кажется, я пришла в неподходящее время. Нет, милая Гизем, ты пришла вовремя. Господин Зия как раз собирался уходить. Иди, пожалуйста. Не пойду. Прошу. Добро пожаловать. Спасибо. Зихра, дорогая. Кстати, я хочу немного поменять дизайн в доме. Можешь как-нибудь зайти ко мне? Да, и на состояние дома посмотришь? Конечно, дорогая. Зихра, ты можешь меня выслушать? Учитель, у меня вопрос. Хиджаби? Разве это не та красавица Турции, которую он отверг? Разве это не та, которая его отвергла? Девушка все еще бегает за ним. Кажется, он влюблен в другую. Посмотри, повсюду следит. Кажется, да. Ты меня преследуешь, что ли? Я за учителем хожу. Обычно он со мной ходит. Гизен, дорогая, ты знакома с Хиджаби? Откуда мне его знать, дорогая? Один из тех мужчин, которые бегают за мной. Вот только у вас неправильное мнение. Хиджаби не тот, кто будет бегать за дамой. Тебе, что ли, решать, за какой девушкой бегать Хиджаби? Учитель, могу я спросить? Ну, Хиджаби, я сейчас не в состоянии. Учитель, разрешено ли брать подарок, который принес отец Наэль? Отец Наэль? Да, учитель, отец Наэль, то, что с белой бородой. Слушай, Хиджаби, не грех брать подарок отца Наэля. Почему, учитель? Потому что в нашей культуре и обычаях есть такой порядок, как дарить и получать подарки.
Но этот отец Наэль приходит скрытно, оставляет подарок и молча уходит. Мы не можем увидеть его. А поскольку не можем увидеть, то не можем подарить ему подарок. Вот поэтому... Тогда что нужно делать, учитель? Нам не нужно брать подарок от отца Наэля. Да. Брать не запрещено, сынок. Хорошо. Правда, я не получал подарок от отца Наэля. Ты получал? Пока еще нет, учитель. Ну, если не брал, то забудь, сынок. Зачем спрашиваешь? Я понял, учитель. Пусть Аллах будет доволен, спасибо. Всеми нами, хиджаби. Вы, госпожа Гизем, которая просила у меня встречи, да? Еще чего? Какая встреча? Какое-то недоразумение. Зихра, дорогая, я не понимаю, кто этот человек? Наш хиджаби. Нет, пока вы здесь, мы можем встретиться, чтобы снова не утруждали себя. Чего мне утруждаться? Я вас даже не знаю. Ну и хорошо. Я и сам снова не получил от вас искры. Думаю, что не нужно устраивать вторую встречу. Доброго вам дня. Секундочку, секундочку. Ты не можешь меня отвергать, ясно? Ты за кого себя принимаешь? Секундочку. Ты не можешь меня оскорблять. Зихра, я правда очень понервничала, потом поговорим, ладно? Иди сюда. Ты не можешь меня отвергать. О, Аллах. Ты посмотри на девушку, которая отверг хиджаби. Молодец какая. Я тоже тебя отвергаю, дорогой. Уходи отсюда. Чего ты мне все время выгоняешь? Хорошо, я же говорю, буду таким, как ты хочешь, обещаю. Держись подальше от моей любимой. Замолчи. Ты слышал меня? Давай уходи отсюда. Зихра, да погоди, ты выслушай. Как я и говорила, господин Кинан, господин Шевкет спас меня от приставания человека на улице. Молодец, Шевкет. Он поймал крысу. То есть парень... Молодец, молодец. Послушайте меня. Пойдите позовите этого Шевкета сюда. И пусть принесет нам 2 кофе. Мне средний. Молодец. Горжусь. Брат Кинан просит 2 кофе. Госпожа Бану рядом с ним сказал, чтобы поторопился. И это можешь... Берите. Магазин как-никак ваш. Я запишу на имя господина Кинана, не проблема. О, горе. Кажется, сумасшедший Кинан понял, что я полюбил Бану. Оторвет хвост быку. Да пусть отрывает. Никаких проблем, ребята. Комар. Ах, сумасшедший Кинан, пусть меня не называют Шевкетом, если я не убью тебя перед Бану. Я перед Бану пролью твою серую массу. Я с тобой покончу. С кровью, которую пролью, я напишу: Бану, я тебя люблю. Все нормально, ребята? Я сам с собой играю тут. С чего это мне писать имя любимой твоей кровью? Твоей грязной кровью. Это не стоит того, чтобы пачкать мою любовь. Я с тобой покончу, Кинан, я знаю, что сделаю. Заходи. Сначала нужно обслуживать женщин. Куда ты сбегаешь? Брат, кажется, какое-то недоразумение. Что ты делаешь, брат? Мой дорогой брат, ты избил тех извращенцев, которые приставали к госпоже Бану. Проси у меня все, что хочешь. Что происходит? Какой разговор, брат? Это наша задача? Молодец. Я так и знал. В твоей крови есть мужество. Молодец. Спасибо, брат. Дорогой мой.
Ты посмотри на судьбу. С человеком, которого собирался убить, я становлюсь другом. Ах ты, дьявол с ангельской улыбкой. Все ради тебя. Как красиво ты улыбаешься. Всего доброго. Молодец, молодец. Ради тебя стану убийцей, что поделать? Ради тебя я совершу массовое убийство, взрыв. Молодец. Ты мой человек. Уважение, мой брат. Уважение. Смелый парень. Шейма, милая, ты сейчас с братом поезжай. Мы потом найдем твою маму и отдадим тебя маме. Ты не переживай, ладно? Но я хочу здесь ждать, дядя полицейский. И кто мне будет читать сказки? Я прочитаю, милая. Я прочитаю. Я обещаю тебе, буду приходить туда и читать тебе сказки. Ты меня не любишь, дядя полицейский? Я жертвой стану за тебя. Разве я могу не любить тебя? Тогда зачем отправляешь меня? У меня здесь работа. Поэтому... Ну, с ними поиграешь. Ладно? Я обиделась на тебя. Не обижайся. Брат Бурсель, заводи машину. Жми на газ, жми. Мы едем, жми. На обочину, на обочину, на обочину. Шейма, идем, идем, дочка. Ты испугалась? Не бойся. Я тебя не оставлю. Ты замерзла? Постой, постой, не мерзни. У меня нет другого выхода, кроме как забрать у них пистолет и отойти от этих дел. Иначе Зихра не посмотрит на меня. Только что, спасая тебя из рук полиции, мы поменяли оружие. А до этого проникли в твой дом и взяли отпечатки пальцев. Благодаря нам у полиции нет доказательств, чтобы обвинять тебя. Конечно, это пока что. Вот оно, орудие преступления, которое погубит тебя. Если я не заберу этот пистолет, я не смогу избавиться от этого человека, чтобы смог пожениться с Зихрой. Если понадобится, мне нужно будет уничтожить барона. Слушаю.
Ящерица не убил американцев. Он отдал человека обратно, чтобы спасти свою любимую из рук людей. Что хотите, чтобы мы сделали? Значит, он очень любит девушку. Похоже, что так, господин. Раз ящерица не убил человека, значит, он может попытаться нанести нам удар. Удар человека, который имеет слабости, легко можно предотвратить. Я не смог Шивку. Я не смог ее оставить. Я обещал маленькой, что найду ее маму. Пока не найду ее маму, она останется у меня. Ливо, ты знаешь, ты правда человек с прекрасным сердцем, брат. Правда. Ты просто отличный человек. Да ладно тебе, не подлизывайся. Ты правда хорошо поступил. Молодец. Осторожно ты. Осторожно, ты правда молодец. Ладно, хватит. Тетя тебе одежду дает? Посмотри, розовая. Очень красиво. Очень красиво. Что это такое? Это попугайчик. Какой красивый. Очень красиво, тетя очень идет. Ну, пусть не мерзнет, девочка. Пальто, туфельки, что-нибудь такое. Очень красиво получилось. Как красиво. Тебе понравилось? Да. Тетя и обувь, шапочка, чтобы не замерзла. Очень красивая стала. Вся розовая-розовая. Ну как, нравится? Да. Да, говорит. Слушай, Шивко, пойдем в мечеть, совершим молитву. Помолимся, а может, мама Шеймы придет ее искать? Пойдем, брат, пойдем. Пойдем помолимся. Давай, забирай эту красавицу. Тетя, мы тогда расплатимся. Мы пойдем. Сколько с нас? Полетели, полетели. Я тебя съем. Очень сладкая. Пойдем. Поторопитесь, ребята. Хиджаби сейчас начнет. Нам нужно поторопиться. Ящерица вышел из дома и идет на место барона. Хорошо. Господин? Ящерица вышел из дома. Что хотите, чтобы сделали? Убрать ящерицу? Нет. Сначала нам нужно узнать, зачем он преследует барона. А потом своими руками. Откуда этот идиот сейчас? Он что, в мечеть пришел? Да что в вас? Им приспичило в мечеть зайти. Я тебе покажу, Хиджаби. Ты увидишь, что значит отказываться от меня. Дорогие мои братья, вера – это такое сокровище. Кто владеет ею, не нуждается ни в чем.
Это было показано нам путем случая Хаджар и ее сына Исмаила. После стольких лет просьб получить хоть одного ребенка, пророк Ибрагим и его жена Хаджар получили сына. Имя дали ему Исмаил. С тех пор прошло 2 года, и Всевышний приказал почтенному Ибрагиму оставить своего сына Исмаила и жену Хаджар в тогда еще пустыне, а ныне Кааба. Это было большим испытанием для почтенного Ибрагима. Он собирался оставить жену и ребенка в пустыне. Но для почтенной Хаджар это было еще большим испытанием. Но только, дорогие братья, это был приказ Аллаха. Почтенный Ибрагим, ни капли не колеблясь, вышел в путь, оставив жену и сына посреди пустыни. Только он повернулся выйти в путь, почтенная Хаджар позвала его: «О, Ибрагим, зачем ты бросаешь нас в этой безлюдной пустыне?» Почтенная Хаджар снова спросила: «Или это тебе приказ от Аллаха?» Почтенный Ибрагим сказал: «Да, Всевышний приказал мне оставить вас здесь». Вот когда услышала это, почтенная Хаджар сказала: «Иди, о Ибрагим. Раз это приказ от Аллаха, то Он не бросит нас и не оставит одних». Братья мои, вот он, настоящий имам. Когда человек слышит приказ Аллаха, он готов даже от самого себя отказаться. Только такая сильная вера может осветить наш путь. В те дни Мекка была безлюдной пустыней, в которой никто не жил. А места, где были оставлены почтенная Хаджар и ее сын, были полны колючек, сухое, заросшее место. Дорогие братья, в пустынном месте женщина с ребенком, одни, как они могут выжить? Почтенная Хаджар накормила ребенка тем, что у нее было, и водой. Но через некоторое время продовольствие и вода, что были рядом, закончились. Молоко почтенной Хаджар прекратилось. И маленький 2-летний Исмаил от голода и жажды стал изнывать. Наша почтенная Хаджар не выдержала состояния своего сына. Сердцем и языком, обращаясь к Аллаху, она побежала к холму. Почтенная Хаджар надеялась найти воду, но не смогла найти ни воды, ни человека. В то время крики почтенного Исмаила эхом отражались на пустыне. Почтенная Хаджар спустилась с одного холма и побежала на другой. Вот только и там ничего не было. Потом снова побежала на тот же холм. Находясь в безвыходном положении, это дело бегать туда-сюда она повторила 7 раз. Почтенный Исмаил из-за криков потерял силы, и его не стало слышно, дорогие братья. Почтенная Хаджар была совсем одна посреди пустыни. Ни человека, ни воды. Она была в брошенном состоянии. Почтенный Исмаил с трудом дышал. Почтенная Хаджар осталась одна посреди пустыни со Всевышним и обратилась к нему. Себя и ребенка она отдала Аллаху. Она начала плакать. Слезы почтенной Хаджар капали на лицо труднодышащего Исмаила. Все возможности были исчерпаны. Почтенные Хаджар и Исмаил были на грани смерти в пустыне. Вот именно в тот момент Всевышний приказал земле. Стал слышаться звук воды. Почтенная Хаджар обернулась и увидела, как на месте следа от ноги, куда ступил почтенный Исмаил, льется вода. Без сомнения, сила Аллаха велика. Почтенная Хаджар от радости совершила нужду. Спустя столько времени, боясь, что пропадет вода, которая начала лить, она прокричала «Зам-зам». «Зам» на языке того времени значило «стой», дорогие братья. Та святая в наши дни до сих пор известна именем, которое в те времена дала почтенная Хаджар. Почтенная Хаджар в то время поила Исмаила водой и утоляли жажду. Птицы стали летать над Зам-зам. Караваны нашли воду. Почтенные Хаджар и Исмаил спаслись. А спустя столько лет около этой воды было построено здание.
Почтенный Ибрагим и Исмаил построили вместе там Каабу, которую мы знаем сейчас. Почтенный и любимый нами пророк Мухаммед был рожден там. И происхождение его от рода почтенного Ибрагима. Дорогие братья, из этого примера нам стоит познать, что Всевышний Аллах отвечает тем, кто обращается к Нему. Он направит их на правильный путь, приводящий к Нему. Не будем забывать, если есть вера, то есть и возможности. Пусть Всевышний Аллах дарует всем нам возможность, так же, как и почтенные Хаджир и Ибрагим, проявлять согласие и передаваться Его приказам. Пусть Всевышний примет наши молитвы. Давай, пойдем. Пойдем. Шевко, ты присмотри за Шеймой. У меня маленькое дело. Что происходит, куда ты идешь? Мой бывший начальник Унсал. Я его видел. Да брось ты, наверное, перепутал. Наверное, похожего увидел. Нет, я своими глазами видел. Ты присмотри за Шеймой, я пойду. Шейма, не бойся, родная, я приду, ладно? Минуточку. Простите. Во что бы то ни стало, мне нужно забрать этот пистолет. И так неизвестно, что этот человек сделает с нами. Шевкет, брат, когда вы стали с ним друзьями? Откуда мне знать, ребенок свел нас. Этот ребенок откуда появился? Осторожно. Ничего не будет. Я ее мама, недавно родила. О, Аллах, откуда мне знать? Лево откуда-то попалась. Матери отца нет, вот и смотрим. Иди к нему. О, Аллах, чем тянуть слова, иди с этой стороны, сейчас придет, поймает тебя. Иди. Давай. Всем делай добро. Я тебя укушу. Клянусь, укушу. Я тебя съем, какая ты красивая. Как ты красиво смотришь. Ну что, поймал? Где этот человек? Нет такого человека, нет, тебе мерещится. Ты сон видишь, не веришь мне? Брось это дело сейчас. Что будем делать с этой красавицей? Ты ведь не отведешь нас снова в участок? Да при чем здесь это? Ты что? Пока маму Шеймы не найдем, она останется у меня. Ну тогда идем на посадку. Идем. Пойдем давай. Итак, снова упустили Унсала. Тебе мерещится. Ты не слушай этого дядю, ладно? Какой еще мерещится? Ах, Хиджаби, брат, как ты красиво рассказал. Здоровья твоим устам. И если еще женишься, как хорошо будет. Пусть будет, как суждено, брат Кинан. О, госпожа Гизем, добрый вечер, добро пожаловать. Благодарю, брат Кинан. Ладно, я оставлю вас наедине, вам, наверное, есть о чем поговорить. Брат Кинан, я тоже пойду с тобой. Ты что, сынок, ты оставайся. И получи искру. Давай, дорогой мой. Господин Хиджаби, я очень тронута вашим рассказом. Моя бабушка тоже была покрыта. Этот шарф остался мне от бабушки. Она все время совершала молитву, покойная. Пусть покоится с миром. Пусть Аллах дарует ей рай. Могу я задать вам вопрос? Во время поста наносить помаду портит пост? Портит? Я у вас спрашиваю, портит? Нужно спросить. У кого? У учителя. Что такое произошло сейчас? Он снова отверг меня? Прошу, как я могу вам помочь? Я хотела получить информацию по поводу анализов. Что именно хотели узнать? Во сколько мне обойдется справка о поддельной беременности? Не поняла? Этого достаточно, чтобы понять?
Тест может быть готов только в течение недели. Вам когда нужно? Через 5 дней. Хорошо. Прекрасно. Где же это оружие? Проклятие. Я тебя убью. Стой, не двигайся. Где оружие? Говори, где оружие? Говори, где оружие? Говори же, где оружие, говорю. Не двигайся. Мерзавец. Ты предал наш договор и ответишь за это. Перевод и озвучка группы Дизимания для канала Hit Life.